Все повторяется. Печка погасла, по-новому затопил. И железную печку я убрал, в избушке тепло сейчас. Самое главное, нам надо сварить еду. Для этого и затопили печку, и будем еще дополнительно греть избушку, чтобы было ночевать тепло. Вот такие делишки. Все. Пусть топится. Мы дальше заниматься таежным бытом будем.
логово у мышей. Логово у мышей, ребят, тут. Давно хотел я уже это проверить. Походу сквозняк там. Или чего только тут нету. Блин. Законопатить надо. Вот так вот. Там щель. Проход какой-то. Жили, короче, тут капитально. Годами. А сейчас их нету. У нас крыс никогда не было. Не уживаются крысы. Не живут у нас. И сейчас уже и мыши исчезли. За целый день мышиных следов ты не увидишь. Все вымерло, короче. Звери, птицы, мыши. Все. Голая тайга скоро станет у нас. Вот так вот. Но зато у нас есть Плесецк. Плесецк есть. Зверей, птиц нету. Прикроем лавочку. Короче, одной рукой неудобно. Но, в общем, поняли, чем я занят. Тут продувало, наверное, сквозняк. Там вроде нормально. Вот здесь логово их не было. Все. Вот так вот. Наконец-то закипел чайник. Заварим чай. Чай листовой, украинский. Это подписчик отправлял. Я еще все еще в походе. Ну, полпачки еще есть. Сегодня и следующий поход еще будем заваривать.
чтобы время не терять. Короче, на плитке там у меня суп готовится. Чайник еще по второму разу поставил. А здесь я работаю. Здесь я... Блин, этот скотч. Чтобы не порвать. Прибиваю, в общем... Я не знаю. Просто я забыл, как называется это. Изолон, изоспан. Не изоспан точно. На изо как-то. Ну, если что, в комментариях напишите. Подправите меня. Все, я дальше работать. Все четко. Начало неплохое. Здесь отремонтировали уголок. Все четко. Ну, почти половину я обшил. И самое главное, что мне не понравилось в этом деле. Короче, я этим обшил, думал, будет светлее в избушке, будет отражать свет. Смотрите, какой луч. И внимательно смотрите вот сюда. Это просто обои, белые обои. И смотрите, какое отражение. Отражение, луч такой идет. И смотрите сюда. Вот такие делишки. Один плюс, наверное, думаю, будет, что теплее, тепло может будет защищать. Также, а в остальном это мне не понравилось. Это не светоотражающий материал оказалось. Вот светоотражающий материал, светлее было. А сейчас думал, еще стены буду обшивать. Не стоит. Будем думать. Надо что-то придумать, светоотражающий материал какой-то. Грею подушку. Суп варится. Сейчас еще буду второе готовить. И, ну, самое главное, основное, вот эти уголки, вот, что мне не нравилось, вот, я это заделал все. А там остальные, ну, здесь еще тоже кусками придется. Потихоньку, потихоньку, но получается вроде. Но темная избушка будет, сразу говорю. Была светлая, сейчас что-то не то. Так, в натуре горле пересохло. Чай надо попить. Вот так, горячий свежий чай. Ух. Такс. Кошка-пань, кошка-кань. Просто чаек попью. Надо раздеться. В избушке тепло, жара уже. Наконец-то нагрелась изба. Вот почему так? Раньше как мы индийский чай продавали. Индийский чай был в фольге. Там цейлонский чай, помнится. Да и еще какие-то из продуктов. Но в основном, наверное, пачка чая была в фольге. И, короче, мы эту фольгу собирали с дедом и прибивали к стене, чтобы светоотражающий луч получилось. Ну, я думал, что это также будет отражать. Или этот светодиод не отражается. Сейчас надо попробовать обычную керосиновую лампу поставить. Эту летучую мышь. Ну, не летучая мышь, а вот этот. Керосиновая лампа. Попробовать с ним. Ну, раз начал, я уже это дело закончу, конечно же. Что случилось, все не изменить. Только вперед. Дальше доделывать. Ну, третья часть осталась. Основное уже. Там еще одну полоску так вообще легко прибить. А
куски. Ладно, пью чай, короче, ребята. Короче, не стал я заморачиваться с готовкой для собаки. У меня в амбаре там 3 буханки хлеба еще сочные. Ну, она не черствая, конечно, но ничего с ними не случилось. И я решил Тулана накормить сейчас. Сейчас полбуханки я ему накрошу. Туда суп налью и размешаю супом. И будет ему ужин таежный. Я не буду баловать его, конечно, каким-то отдельным вкусными китикетами с кормом, которые сейчас в моде, как я понял. Сейчас я в магазин иду за хлебом. Никто дома, наверное, кошку сейчас не кормит, чем мы раньше кормили. Молоком, еще вот какие-то отдельная еда, скажем. Все время китикет берут там. Да, разные, со вкусом. Там так балуют сейчас этих кошек и собак. Ужас. А вот нормального, скажем, я если покажу на видео кашей, буду кормить собаку, у меня тыкают там, блин, учат, как правильно кормить туда-сюда. Это чуть-чуть меня раздражает, конечно. Так, это самая полезная еда для собаки. Не буду я им творог, да, сметану там возить или еще. Что я ем, и они также будут питаться этим. Суп сегодня, вот я ему суп разбавлю, и все будет хоккей. Так, у меня еще от тушенки тут всякая вкуснятина осталась. Жир я не стал добавлять в суп. Все это собаки идут, остатки. Ну и еще вот супец ему. И воды еще добавлю. И будет, знаете как, даже вон, мясо, я не знаю из чего это сделано. Вот он, вкуснятина. Ну и также хочу добавить, охотничья собака это не свинья. Свинью надо кормить много раз, а у собаки должна быть мера. Вот считай, это уже пол кастрюли получается. Сейчас охладим. Немножко пусть постоит. И, как сказать, потому что хлеб чуть-чуть черствоватый. Немножко подостынет все это дело, там горячий суп, и подостынет. Да, нормальный сейчас. Ну и чуть-чуть хлеб пусть этот помягче будет. Вот так. Одним словом, это королевская еда. И они еду получают. Просто мне уже надоело, вот, как сказать, спорить со зрителями. Там многие учат, как могут, но это меня... Вот это я сейчас показал, и все. Больше показывать, в принципе, я не буду стараться. Может, какие-то моменты буду показывать, как я кормлю, но это ни к чему, думаю. Все равно придираются. Это нормальная еда. Во. Тулан будет довольный, ребят. Так, ну, идем кормить бездельника. Тулами, иди ко мне. Давай вообще ешь. Ну. Вот так. Сам по себе, знаете, вот сейчас еще пару слов. Тулан есть, вот он рослый, большой,
Но аппетит почему-то у него не такой большой, как у Айды. Айда более-менее не капризничает, больше ест. И когда вот мех меняет собака, очень много тоже кушают. Это, знаете, вот многие думают, что мне писали, Тулан худой. Это ошибаетесь. Это такой короткошерстый собака. И, как сказать, рослый. Рослый короткошерсткая собака. Или, блин, волнуюсь немножко, ребят. Ну и на меня посмотрите, я тоже худой. У меня руки, знаете, вот я бывает завидую мужикам, крепышам, у кого такие мышцы, вот. Но у меня нету, природа мне не дала. И вот этой собаке, думаю, через 2 года он возмужает более-менее, он еще будет толще выглядеть. А сейчас такой, какой есть. Но я собак своих люблю, уважаю, кормлю каждый день. Что есть, тем и кормлю. Хочется пить, но со вкусом супа нравится. Надо было еще больше воды добавить. Вот такой ужин у Тулана, ребят. Это охотничья собака, имейте в виду. Это не какой-нибудь, как сказать, домашняя собака, вот, которого на диване там стелят, спит на диване. Это рабочая собака. Да, да. Ой, Айда, говорю, Тулан, давай ешь. Так, ну что мы видим на небе? Звезды. Сейчас домой звонил, там говорят, целый день вообще жестко таял снег, а здесь вот совсем другой климат. Ну, меньше снега. Похолоднее, одним словом. Блин, вообще, сейчас надо перекурить. Я что-то стал тормозить вообще с русским языком. Короче, такая фигня. Вон, смотрите, нет файлов, пишет. Что случилось? Вообще ничего не записал камера. Это сразу, что ли, выключилось? Или... Ну, должен же, когда запускаешь, там немножко хоть минуту заснять. Вообще пишет, нет файлов. Вот такие делишки, ребят. Так интересно было бы посмотреть, как ходил Тулан. Ничего не получилось у меня. Готовка продолжается. Накрошил картошки и привез лук, морковь. Хотел, знаете, вот этой сковородой приготовить, ну, плов. Но передумал, у меня картошку привез, думаю, чтобы не испортилось, обратно, чтобы не везти. Одним словом, первая жарка будет картошка. Доски нету, придется на газете резать лук. Короче, обжарю картошку с луком. А завтра, если у меня, ну, картошка всяко останется еще, я, если что, когда буду греть картошку, я тушенку туда еще закину, и будет ништяк. Ну, в полевых условиях это простительно на газете резать. Понимаю, это... Я думал, здесь у меня доска есть, но оказывается на первой избе я из фанеры доску сделал, а сюда тоже надо или из березу так можно тоже сделать, или же привезти. Ну вот, таким макаром. Тушенку пока, наверное, не буду, если что, завтра. Так, все. И немножко. Между прочим, эта сковорода самое то вот
Смотрите, это для одного человека, для двух. Я сейчас картошку, когда резал, думал, не влезет, там почистил много, все влезло, нормально. Так, ну солить много не буду, потому что лучше потом досолю. Так, ну, давайте испытывать. Что получится, покажу позже. Нашел антенну, ребят. Розетка идет от станции, ну, электричество проводил. Вот поставил так радио. Что-то вроде как какую-то русскую волну какую-то поймал. И пропал. Вообще моментально теряется волна. Ну да ладно, не будем мучить радио. Давайте посмотрим, что там у нас. Тестируем сковороду. О, нормалек. Нормалек, ребят. Вообще идеально. Вообще класс. Сковорода класс. Надо, конечно, деревяшкой тут мешать. Но пока все радует. Пока даже, смотрите, золотистого цвета уже картошка получается. И самое главное, вообще не прилипает. Вообще. Вон. Вот я растительное масло, что добавил, он не испарился, ничего не случилось. Как вот в обычную сковороду там куда-то растительное масло испаряется и получается там начинает пригорать. А здесь все нормально, нормально, ништяк. Все, еще немножко, минут 5 подержу, и ужин готов. Так, ну что, радио, наверное, выключаем. Бесполезная болтовня там насчет вируса как-то там что-то. Одним словом, одно и то же кругом, что на телевидении, что на радио. Если вирус придет, вряд ли кто чем может помочь. Это бесполезно. Как ОРЗ. Сейчас вот 2 раза уже я болел. Вроде в тайге брожу. Но вот раз, и ты заболел. Вот такая картина. Так что от этого никто не застрахован. Вообще никто. Хоть ты еще куда спрячься,
Все равно вирус найдет. Вот так вот. Ну да ладно, будем надеяться на лучшее. Рано или поздно это закончится. Это политика. А мы сейчас будем ужинать.